Алло. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Всех поздравляем с началом нового учебного года и разрешите предоставить приветственное слово нашему ректору Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василию Климовичу Павлову. Добрый день, дорогие коллеги. Это у нас сегодня такой интересный и будет замечательный разговор по поводу планов, которые будут у нас на это полугодие. Дело в том, что мы уже предпринимаем много шагов для того, чтобы усилить нашу работу по, дистанционном режиме. И этим летом у нас много было мероприятий. Сейчас все это созвучно и очень хорошо, эффективно проводится. И еще у нас много мероприятий, которые идут по региональному центру, который был создан у нас по модели Sirius, работающий уже с декабря 2017 года. И оно сейчас уже входит в такой режим активной деятельности. И призываю всех руководителей наших региональных отделений активно включиться в этот процесс, привлечь туда побольше школьников, чтобы у нас много мероприятий проходило как раз в режиме дистанционном. Сейчас такое интересное время для молодежи, для всех юных наших исследователей, интересующихся наукой, что мы можем использовать все те возможности, которые у нас даются новыми технологиями в формате онлайн, в разных платформах видеосвязи, которые мы сейчас активно используем. И поэтому я считаю, что действительно наши молодые, коллеги будут обретать все больше и больше возможностей, и эти возможности, благодаря еще и федеральным программам, которые существуют, мы думаем, что приведут к замечательному результату. Поэтому прошу сегодня очень внимательно послушать нашу информацию и задавать активно вопросы. Все наши мероприятия, они идут во многом онлайн, будут на YouTube-каналах, на инстаграмах и прочих, поэтому всегда внимательно слушайте. И хочу сейчас слово предоставить Александре Васильевне Яковлевой, нашему проректору по научной работе, пожалуйста, и потом у нас все это завершится хорошим таким обзором Яны Афанасьевны Лаптевой, пожалуйста. Спасибо. Добрый день, коллеги. Разрешите начать свое выступление. Василий Климович уже сказал о некоторых моментах, в том числе о том, что наша академия работает в формате регионального центра, но немножко хотелось бы остановиться на этом вопросе. По поручению нашего президента Владимира Путина, в регионах Российской Федерации начали создаваться региональные центры. В том числе и у нас в декабре 2017 года главой республики Егором Афанасьевичем было подписано соглашение с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой о создании регионального центра на базе Малой академии наук. И с января 2018 года наш региональный центр начал функционировать по модели, которая была предложена образовательным центром Sirius. Модель здесь она у нас на слайде представлена. Более подробно со структурой этой модели вы можете ознакомиться по презентации, которая она будет у нас выставлена на нашем сайте. С января 2018 года наш центр начал основные виды деятельности. Это проведение профильных смен и проведение особо значимых мероприятий. Как вы видите на слайде, эти профильные смены и особо значимые мероприятия были у нас проведены по 4 направлениям. Сейчас мы проводим профильные смены вообще в эти года вплоть до дистанционного формата, по искусству мы проводили по литературному творчеству, по спорту это шашки, шахматы, по науке понятно, что мы проводили по всем заявленным профилям, которые здесь обозначены.
Но, может быть, у вас, коллег, возникнет вопрос, да, как Малая академия наук будет проводить там бокс, легкую атлетику, дзюдо, там классический балет и так далее. Но на этот вопрос у нас ответ следующий, что наш региональный центр будет работать в рамках распределенной модели, и к нашей деятельности подключатся наши базовые площадки. Это Высшая школа музыки, Якутское хореографическое училище, Республиканский центр спортивного резерва. Да, и в идеале мы предполагаем, что к 2024 году будут, значит, под нашим руководством совместно с партнерами реализовываться вот все эти направления. Дальше, значит, следующее, ну, развитие нашего центра в новом витке, можем, наверное, так сказать, случилось из-за того, что в 2019 году мы выиграли федеральную субсидию в рамках национального проекта образования, да, порядка, как вы видите, 312 миллионов рублей. Эти средства в основном пойдут на приобретение высокотехнологичного оборудования. Дальше. Значит, это оборудование будет у нас представлено в нашем новом учебно-лабораторном корпусе, который вы наверняка знаете, у нас строится. Да? Объект планируется ввести в декабре 2020 года, а сами лаборатории и открытие регионального центра в рамках национального проекта произойдет у нас в сентябре 2021 года. Ну и, конечно же, такой интенсив, да, такой вот стимул для развития наших школьников, мы надеемся, произойдет только с помощью вас, ваших школьников. Мы ждем ваших, значит, учащихся в наших лабораториях с сентября 2021 года и надеемся, что исследовательская проектная деятельность, естественно, научное направление будет у нас широко представлено, и результаты уже наших школьников будут, значит, успешными на всероссийских, международных, различных конкурсах и конференциях. Поэтому, значит, ждем вашего активного участия. Ну и сейчас мы с вами достаточно хорошо работаем, но, конечно же, наших рук, ног не хватает для того, чтобы с вами более тесно общаться и, значит, как сказать, работать в полном объеме, и мы надеемся, что вот такая материальная база, привлечение педагогов, в том числе и ваших педагогов, к нашей деятельности, да, позволит уже выйти на новый виток развития. Ну, далее я хочу предоставить слово Яне Афанасьевне. Она продолжит мое выступление, уже конкретизируя о тех программах и проектах, которые будет реализовать наш региональный центр Малая академия наук. Яна Афанасьевна, вам слово. Спасибо большое. Разрешите начать свое выступление, рассказать о программах и проектах Малой академии наук именно в орбите образовательного центра Сириуса. Итак, нашим региональным центром проведено с января 2018 года профильные смены, также конкурсы научно-технологических проектов «Большие вызовы». Это у нас по направлению наука, по направлению спорт и по направлению искусства. Прошли обучение 732 обучающихся из разных вузов. Мы надеемся, что на нашем вебинаре тоже сейчас участвует наше региональное отделение, которое очень активно принимали участие в наших профильных программах. Итак, в первом полугодии предстоящего учебного года у нас ожидается при благоприятных эпидемиологических ситуациях, да, следующие профильные смены. Это профильные смены по предмету биология, литература, математика, физика, химия, также по направлению спорт, искусство, да, это по шахматам, по живописи, музыкально-исполнительскому искусству. Сроки вы видите на экране, уровень обучения и форма обучения в связи с тем, что мы перешли
на дистанционное обучение, да, в связи с карантинными мерами, да, данные программы тоже предусматривают варианты очного и дистанционного прохождения образовательных профильных программ. Наш региональный центр продолжает дистанционное обучение. Прошли обучение из разных районов 209 обучающихся по данным направлениям, да, по направлениям наука. Это у нас вот, дистанционные курсы, которые сейчас тоже открыты, и к ним можно присоединиться. Будет информационное, методическое сопровождение учащихся, которые проходят данные дистанционные курсы. Мы хотим отметить очень хорошее дистанционное обучение именно по спортивной смене, по шашкам, совместно с другими также регионами, и также были и международные турниры, да, где наши дети показали очень хороший результат. Также провели по направлению искусства арт-мастерскую. Так, до 2 ноября у нас открыты следующие дистанционные курсы. Данные курсы имеют модульное содержание. Каждый модуль имеет лекции, упражнения, теоретическое и практическое прохождение курса по темпу ученика. Создается индивидуальная карта ученика, карта достижений, и по карте знаний ученик проходит данные курсы. Это курсы по лингвистике, 12 модулей, дополнительные главы геометрии 7 по 9 классы, и наши учащиеся, которые прошли данные курсы, они получают сертификаты о прохождении курсов, которые в дальнейшем им помогают при поступлении на очные программы образовательного центра «Сириус». Так, Малая академия наук представляет вам актуальные на сегодняшний день проекты, в которых у нас идет именно заявки на участие, да, в профильные, вот, на данные профильные образовательные программы, да, создается именно личный кабинет ученика, и тоже об этом расскажу. Это вот на примере образовательной программы «Алгоритмы и анализ данных», да, мы видим, и литературные программы в Сириусе. Сначала мы должны уже познакомиться с регламентом и посмотреть шаги. Да? На примере литературной программы мы можем посмотреть, что самый первый шаг начинается с сайта Сочи Сириус, где на данной странице мы должны найти нужное нам направление. Это может быть направление спорт, направление наука, да, и выбрать программу. После выбора программы, после выбора программы мы должны уже прочитать регламент, сроки регистрации, критерии конкурсного отбора. И после ознакомления, как мы приготовили все документы, которые нужно будет загрузить в систему, мы нажимаем на кнопку «Подать заявку». После подачи заявки наш аккаунт активизируется, и мы уже можем пройти регистрацию на программу. Да? И после того, как мы загрузили все наши документы, мы сохраняем нашу заявку и с личного кабинета можем уже отследить, как проходит наш конкурсный отбор. Все результаты, они публикуются на сайте образовательного центра «Сириус». И напоминаем, что 6 по 24 декабря пройдет литературная программа, и пройдет в этот же период времени образовательная программа «Алгоритмы и анализ данных». Сроки регистрации можете увидеть на слайде. Так, все наши образовательные программы, они курируются и реализуются нашими педагогами, которые прошли образовательные стажировки, повышение квалификации в образовательном центре «Сириус». Это педагоги, которые занимаются и профориентацией школьников, и по предметным направлениям, также научно-исследовательской деятельностью. И преподаватели, которые имеют желание работать с одаренными детьми и презентовать свои уникальные программы, могут получить рекомендательные письма Малой академии наук Республики Саха-Якутия для прохождения образовательных стажировок и курсов повышения квалификации образовательного центра «Сириус».
И одним из последних наших курсов явилась программа именно по космической технологиям. Наши педагоги прошли обучение, и сейчас они готовы уже реализовать на региональном уровне данную программу. Об этом подробнее, всю актуальную информацию нам расскажет Карманова Нуркиана Алексеевна. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, мы всегда готовы ответить на них. И у нас создалась новая группа информационного и методического сопровождения всероссийской программе «Уроки настоящего», и сейчас идет работа по регистрации. Наши лидеры команд прошли регистрацию. Лидеры команд – это руководители студии, да, по регламенту данной всероссийской программы. Это ученики-старшеклассники, которые заявили желание в своей школе создать научно-технологическую студию, чтобы собрать своих сверстников и рассказать о научных достижениях, и также внести свой вклад в решение задач от партнеров компаний, ведущих компаний России, да, и решить научно-технологические задачи. В рамках данного проекта участники, которые прошли регистрацию, да, успешно, у них будут онлайн-лекции, встречи с лидерами наук, производства, бизнеса и также мастер-классы от ведущих преподавателей Сириуса. И всего у нас 8 циклов, 8 научно-технологических проектных задач от Яндекса, Росатома, Роскосмоса, да, и других, Сигура и других компаний. И также будет идти тоже методическое сопровождение данной образовательной дистанционной программы. Всего у нас охвачено именно дистанционными образовательными программами, научно-исследовательскими проектами 722 школьника по 54 образовательным программам. По статистике курсов, да, мы получаем информацию от образовательного центра Сириус, и в наших вебинарах мы рассказываем, сколько у нас участников, по каким программам участвуют. Спасибо за внимание. Передаю слово Нургиане Алексеевне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я расскажу о двух программах. Это всероссийская программа поиска и реализации технологических проектов «Сириус. Лето. Начни свой проект» и региональная космическая программа «Космомания», которая пройдет в ноябре этого года. Программа «Сириус. Лето», она уже стартовала этим летом, и она направлена для вовлечения талантливой молодежи в работу над актуальными задачами российской науки и бизнеса. Как происходил механизм? Партнер загружал свою проектную задачу в систему Sirius Online. Далее данная задача проходила техническую экспертизу, и уже отобранные задачи, они отображались в общем списке и были доступны для выбора участниками, это студентами и школьниками. Студент выбирал себе проектную задачу, и его заявку утверждал партнер. Далее уже эти отобранные наставники были доступны для выбора школьникам. И уже студенты и школьники взаимно выбирают друг друга. Из нашей республики примут участие 115 учащихся из разных районов и более 30 студентов. Они будут работать в течение текущего учебного года, и для удобства мы разделили данную программу, данное мероприятие на этапы. Первый этап — это подготовительный, сейчас вот идет формирование команды. Второй этап — это основной, где уже проектные команды будут выполнять запланированные технологические операции, пишут свои проектные работы, и промежуточный результат они могут представить на конференции Иникия Харды. Третий этап — это заключительный, уже оформление итоговых результатов, и в конце, в итоговом конференции они будут защищать свои итоговые проекты.
И надеемся, что они достигнут серьезных результатов и смогут представить данные проекты в различные конкурсы различного уровня. И да, вот следующий слайд, пожалуйста. Ага. Следующий слайд. Так, всего было представлено 25 проектов. Из них всего было представлено 25 проектов, и было представлено 12 партнеров из разных компаний, и включая филиалы и институты. Базовыми вузами выступят Северо-Восточный федеральный университет и Арктический государственный агротехнологический университет. Данная программа дает возможность школьникам приступить к работе, к актуальным задачам и под наставничеством студента выступать на различных конкурсах. Это также на конкурс «Большие вызовы» и ознакомиться с будущей профессией. Студента дает возможность данной программы стажироваться в передовых компаниях, представить себя и найти в будущем свою работу. Так как данная программа будет идти в течение года, то есть текущего учебного года, студенты и школьники, они будут работать, да, вот в текущем учебном году и при поддержке базовых вузов и регионального центра. Подробнее о данной программе можно узнать на сайте Сириуса и Малой академии наук. Так, региональная космическая программа «Космомания». Данная программа — это заявка на участие к конкурсу на право проведения космической программы «Сириус» в 2021 году. И мы успешно прошли первый этап отборочный и вошли в список 11 региональных центров, которые будут бороться за право проведения этой программы. Сейчас на третьем этапе каждый региональный центр должен провести у себя свою космическую программу. Наша программа называется «Космомания», и которая пройдет у нас с 8 по 20 ноября текущего года, и пройдет он в очном формате 72 академических часов в объеме. Да. Данная программа направлена на обучающихся с 8 по 10 классы, и они будут работать по 4 модулям. Это дистанционное зондирование Земли, космическая робототехника, ракетостроение, спутникостроение, и партнерами выступят Малая компьютерная академия, Дом научной коллаборации, Детский технопарк «Ванториум» города Якутска и юные якутяне. Программа включает командные работы над проектами, практические мастер-классы, лекции, вебинары, семинары от ведущих ученых и учителей республики. Сейчас идет регистрация на платформе ЛК-14 и продлится до 24 октября. В связи со сложившейся ситуацией количество участников будет ограничено, и заявки будут, из заявок участников каждый участник будет отобран, и участники дежурные по планете, они будут идти без конкурса. Спасибо за внимание. Предоставляю слово Анне Николаевне Протодиаконовой.
Добрый день, уважаемые коллеги. В своем выступлении расскажу об итогах и планах программы «Шаг в будущее», о всероссийских конференциях. Республиканская научная конференция «Конкурс молодых исследователей Иннеки Гахарды» реализована в рамках Российской научно-социальной программы для детей и молодежи «Шаг в будущее». Малая академия наук Республики Саха является головным координационным центром программы «Шаг в будущее» по Республике Саха. Руководителем головного координационного центра программы «Шаг в будущее» в Республике Саха является Михаил Михайлович Чиросов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института биологических проблем криолитозона Сибирского отделения Российской академии наук. Дальше. В таблице вы видите свод количества участников по улусам. На первом туре конференции приняли участие 1264 обучающихся из 33 улусов и 2 городских округов, город Якутск и Жатай. В республиканском этапе конференции приехали участвовать из 12 городов, 195 населенных пунктов, 314 образовательных учреждений. В 2020 году охвачены все муниципалитеты республики, кроме Нижнеколымского улуса. Дальше. На слайде вы видите свод количества участников по секциям. На конференции прослушано 1105 докладов по 35 подсекциям. Наибольшее количество работ имеет секции исторические, медицинские, сельскохозяйственные науки, культурология и искусствоведение и педагогические науки. Дальше. По итогам конференции из 1264 участников победителями и призерами стали 436 юных исследователей. По результатам выступлений в секциях конференции присвоены звания лауреата, вручены дипломы 1, 2 и 3 степеней. Уже второй год все участники конференции на первом туре показывают свои знания в английском языке, рассказывая про свои исследования. Были награждены 15 лауреатов и 26 дипломантов конкурса английского языка по 3 группам среди 5-6 классов, 7-8 классов и 9-11 классов. Национальный фонд Баргары вручил именные премии именитых ученых и общественных деятелей Якутии 8 школьникам. В 2020 году впервые проведен командный зачет среди группы школ повышенного уровня, республиканского и федерального значения, где лидером стал специализированный учебно-научный центр Университетский лицей СВФУ имени Максима Кировича Амосова. Среди учреждений дополнительного образования детей дипломом 1 степени награжден Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников Алекнинского района. Кроме того, проведен командный зачет по участникам муниципалитета, где каждая победа школьника добавляла своеобразные баллы в копилку своей команды за конкретный результат. В итоге среди группы крупных по количеству участников делегаций победителем на прошедшей конференции стал Чурапчинский район, среди средних Ленский район, среди малых Абыйский район. В научных секциях работали всего 410 экспертов, из них докторов наук 34, кандидатов наук 144, эксперты по защите работ на английском языке 99. Конференция всегда старается не останавливаться на достигнутом, предлагает новые мероприятия и подходы. Много стало поощряться участников по линии общественности в конкурсе «Общественный выбор», в котором принимали участие более 10 организаций и 2000 респондентов. Это родители, учителя, научные руководители, педагоги дополнительного образования, студенты, гости, сопровождающие руководители и школьники. Дальше.
Ну и вкратце расскажу о результатах участия наших школьников во всероссийских конференциях. По итогам республиканского этапа лауреаты и дипломанты получили статус членов сборной Республики Саха и были рекомендованы для участия во всероссийских и международных конференциях, выставках и иных конкурсах. Рекомендаций на всероссийские конференции всего получили 331 участников. И конференции ISF, значит, сюда входят Балтийский конкурс, конкурс конференции одаренных детей «Авангард», форум научной молодежи «Шаг в будущее», международный конкурс «Ученые будущего», молодежный конкурс научно-технических проектов «Рост». Также рекомендации получили на конференции перечня Министерства просвещения Российской Федерации. Сюда входят всероссийские юношеские чтения имени Вернадского, фестиваль Леонардо, Российская научная конференция школьников «Открытие», также форум «Шаг в будущее», международный конкурс «Ученые будущего» и всероссийский конкурс «Меня ценят в 21 веке», молодежный конкурс научно-технических проектов «Рост». И прочие конференции, сюда входит Всероссийская конференция тропой открытий Вернадского, «Шаг в будущее юниор», да, научная конференция учащихся имени Лобачевского, Всероссийская олимпиада «Человек, Земля, космос». Ага. И в таблице приведен свод количества свод количества участников и достижений по муниципалитетам. Эти цифры пока не окончательные. До конца года мы ждем результата других конференций, которые начнутся с октября месяца. Дальше. Здесь мы видим качество участия школьников республики в 8 конференциях, но с 5 по 7 сентября прошла еще Всероссийская конференция «Открой в себе ученого» в Санкт-Петербурге в очно-заочной форме. Но пока общие результаты нашей делегации еще неизвестны, нам еще не предоставили. Так приняли участие 23 обучающихся. Ежегодно наши учащиеся успешно участвуют во всероссийских конференциях. По состоянию на май месяц 2020 года во всероссийских конференциях и конкурсах приняли участие 109 учащихся. Из 109 юных исследователей награды получили 113 обучающихся. В трех, как вы видите, в трех всероссийских конференциях, это «Тропой открытий Вернадского», всероссийских юношеских чтениях имени Вернадского, Всероссийской научной конференции учащихся имени Лобачевского, наши школьники показали очень высокий результат, все удостоились высоких наград, процент качества 100%. Так, и отличные результаты. Можно сказать, что команда Малой академии наук Республики Саха-Якутия основана на систематической подготовке участников, организованной школьными коллективами республики, Малой академии наук Республики Саха-Якутия, научными руководителями и консультантами. Но, как мы видим, достаточно в серьезных конференциях ISF, Балтийский конкурс, конкурс и конференции «Авангард», к сожалению, процент качества ниже, чем по остальным конференциям. И нам необходимо обратить на это внимание и организовать очень хорошую подготовку наших школьников к этим конференциям. Следующий. Так, на следующем слайде мы видим о предстоящих всероссийских и международных конференциях. Информация о проведении конференции размещены на сайте Малой академии наук. Участники международного конкурса «Ученые будущего» и молодежного конкурса научно-технических проектов «Рост» регистрацию проходят на официальном сайте конкурса самостоятельно. И хочу обратить ваше внимание, что прием заявок на участие «Ученые будущего» продлен до 17 сентября. То есть у вас есть возможность сегодня подать заявку на официальном сайте конкурса, если вы еще не
подали заявку. Участники меня оценят в 21 веке. Конкурсные материалы отправляют по электронной почте в оргкомитет конкурса. Ну и требования к участию, к работе вы можете посмотреть в положении конкурса. И, конечно же, рекомендуем перед тем, как пройти регистрацию и отправить работу, подробно ознакомиться с положением конкурса. Все мероприятия, кроме «Шаг в будущее», проводятся в очном и дистанционном формате. В случае, если школьник пройдет отборочный этап, необходимо сообщить нам по электронной почте man.teresovb@mail.ru. В целях подготовки школьников к успешному выступлению во всероссийских конференциях и конкурсах проводятся научные школы-семинары, консультации. В подготовке обучающиеся дорабатывают свои научно-исследовательские работы с ведущими учеными Республики Саха-Якутия. И сейчас проводится в дистанционном формате подготовка к Всероссийскому форуму «Шаг в будущее» и международному конкурсу «Ученые будущего». Заявленных участников подготовки 30. В подготовке допускаются именно приглашенные участники форума «Шаг в будущее» и все, кто участвует в международном конкурсе «Ученые будущего», независимо, рекомендован участник или нет. Дальше. Дальше рассмотрим вопрос о предстоящей республиканской конференции «Шаг в будущее». В 2021 году пройдет юбилейная 25-я республиканская научная конференция «Конкурс молодых исследователей» Никига-Харды. Конференция включена в реестр особо значимых мероприятий регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Республике Саха. И в связи с пандемией коронавируса мы, организаторы, столкнулись с необходимостью пересматривать сложившиеся годами правила и изменять формы работы конференции. В данное время разработан проект приказа и положение о конференции Никига-Харды. И более подробно остановимся в регламенте проведения конференции. Дальше. Секции и подсекции остались те же, без изменений. 12 секций и 35 подсекций. Дальше. И, как я уже говорила, мы остановимся, хочу рассказать более подробно о регламенте проведения конференции. Конференция в этом году пройдет в 3 этапа. Это школьный, муниципальный, республиканский. Школьный этап конференции проводится для обучающихся образовательных организаций. Тут форма проведения конференции указана дистанционная, но в зависимости от сложившейся в конкретном населенном пункте эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, от требований Роспотребнадзора дистанционный формат на школьном этапе можно провести в очном режиме. Этот вопрос решается на муниципальном уровне. Ответственный от образовательного учреждения формирует состав участников для участия в муниципальном этапе, направляет итоговый протокол ответственному регионального координационного центра программы «Шаг в будущее» в муниципальном районе. Дальше следующий этап у нас муниципальный этап с 15 по 25 ноября 2020 года. Участники, рекомендованные на муниципальный этап, самостоятельно проходят регистрацию и загружают работу на платформе lk14.ru. С 26 ноября по 16 декабря включительно проведение муниципального этапа конференции. Конференции проводятся оргкомитетами, то есть на муниципальном уровне, на муниципалитете создаются оргкомитеты, оргкомитет создается и конференции проводятся оргкомитетами, согласованными с региональными координационными центрами и утвержденными муниципальными органами управления образования для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций. Полномочия оргкомитета определяются соответствующими локальными актами, то есть приказами муниципального органа управления образования.
Также сроки и формат дистанционного проведения муниципального этапа конференции, состав экспертной комиссии утверждается оргкомитетом муниципального этапа конференции. То есть форму проведения и сроки определяет оргкомитет муниципалитета в зависимости от эпидемиологической ситуации и от технических возможностей. Экспертная комиссия формируется из числа ученых Северо-Восточного федерального университета, Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук и других учреждений науки. Формированием списка экспертных комиссий занимаются Совет молодых ученых СВФУ и некоммерческая организация Научно-образовательный фонд молодых ученых Республики Саха. По окончанию конференции ответственный от регионального координационного центра программы «Шаг в будущее» в муниципальном районе вводит общую статистику муниципального этапа, направляет итоговый протокол организатору Малой академии наук и формирует команду муниципального района для участия в республиканском этапе конференции согласно квоте. Каждому региональному координационному центру выделяются соответствующие квоты по итогам анализа участия школьников. И в данное время находится в разработке. Следующий, последний этап – это республиканский. Конференции проводятся Малой академией наук Республики Саха-Якутия для обучающихся 5-11 классов. Экспертная комиссия формируется из числа ведущих ученых Республики Саха и в составе председателя, секретаря, членов в количестве не более 10 человек. Состав экспертной комиссии утверждается Малой академией наук. Экспертная комиссия подсекции работает в 2 этапа. Первый этап – отборочный этап с 21 по 29 декабря. На первом этапе работы участников оцениваются экспертами в дистанционном формате путем просмотра презентаций и тезисов, загруженных на платформе lk14.ru. По итогам работы экспертной комиссии осуществляется отбор на участие в секционных заседаниях. Второй этап – секционное заседание с 8 по 11 января. На втором этапе секционные заседания участников, прошедших конкурсный отбор, оценивает экспертная комиссия в формате онлайн-защиты с применением дистанционных технологий. Участники конференции предоставляют презентацию и тезис работы, то есть загружает конкурсный материал на платформе lk14.ru. И информации, требования к конкурсным материалам, к участникам содержатся в положении конференции в разделе «Методические рекомендации», с которыми вы можете ознакомиться позже. На этом мое выступление завершается. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Благодарю за внимание. Передаю слово Игорю Олеговичу, главному специалисту по IT. Так, уважаемые коллеги, в связи с тем, что у нас проблемы с интернетом, вы все прекрасно знаете, да, из-за аварии на ТТК, поэтому Игорь Олегович, видимо, не сможет подключиться, поэтому вместо Игоря Олеговича информацию о нашей платформе постараюсь я вам рассказать. Идея этой платформы у нас витала давно. Мы хотели, в общем-то, сделать такое единое информационное пространство для выявления, поддержки и сопровождения наших детей. И эта идея затем была озвучена поручением главы нашей республики о том, что создается вот такая онлайн-платформа. И, конечно, мы взялись за разработку этой платформы. Дальше. Значит, платформа начала работать у нас с прошлого года. Вы знаете, что апробация этой платформы была сделана в рамках «Шаг будущего». Значит, это в декабре месяце мы ее начали вместе с вами осваивать, и школьники, и родители, и учителя, и мы сами, да, начали на этой платформе работать, по ходу исправлять там некие разные нюансы.
Сейчас на платформе зарегистрировано более 3700 детей, ну, большинство, 1000 детей из них, да, это представители, школьники из города Якутска. Там в этой платформе сейчас открыты 14 мероприятий, из них 26, в том числе закрытых мероприятий, да, но в основном на платформе открыты только мероприятия нашей Малой Академии Наук. Дальше, значит, функционал платформы. Сейчас работает следующие функции. Это открытие профиля конкретного ребенка, да, его личного кабинета. Ребенок может через свой личный кабинет записываться на мероприятия, загружать свои проекты, может проходить различного рода тесты, получать информацию о кружках и, значит, информацию о рынке труда. Но 3 последние позиции, представленные на слайде, да, они работают в тестовом варианте, пока, они, возможности есть, но пока содержательного наполнения в полном объеме пока отсутствует. Дальше. Значит, в этом году, в декабре 2020 года, мы должны дополнить эти функции, которые мы с вами сейчас рассмотрели, следующими функциями. Это заработает система дистанционного образования, система наставничества, то есть удаленная, дистанционная работа с научными консультантами по проектам. Мы в этом плане тесно работаем с Северо-Восточным федеральным университетом, и, надеюсь, эта система наставничества уже в 2021 году заработает, и ваши школьники при индивидуальном таком сопровождении со стороны наставников будут дорабатывать, либо, наоборот, для себя открывать новые проекты. Заработает лекторий. Ну и отдельно вот хотелось бы остановиться о системе рейтинга и рекомендаций. Каждый ребенок, который будет иметь профиль ВЛК-14, для него будет создана некая система рейтинга, то есть по его участию в различных мероприятиях, по тем баллам, которые он будет зарабатывать. В будущем мы планируем, что эта система рейтинга станет основой для того, чтобы ученик получал стипендии главы республики, получал звание или действительных членов и членов-корреспондентов Малой Академии со стипендиями и так далее. То есть те конкурсные мероприятия, которые, в общем-то, планируются, да, для того, чтобы поощрять школьников, в будущем предполагается войти через эту систему рейтингов. Дальше, следующее, значит, ознакомимся с тем, как выглядит интерфейс, профиль ребенка. Вы видите его личные данные, значит, его школа. При этом, если ребенок, значит, переходит из одной школы в другую, то исправления тоже вполне можно вносить и так далее. Так, кроме того, в профиле мы видим, он может прикреплять свои проекты. Значит, будет видны те мероприятия, в которых он участвовал. Также будет, значит, ему доступны мероприятий, в которых он может зарегистрироваться. Вы видите, да, для ребенка, согласно его возрасту, да, будут видны вот такие вот мероприятия, в которых он может зарегистрироваться. Дальше. Для организаторов, в том числе, надеемся, и вы подключитесь к этой платформе со своими мероприятиями, да, интерфейс выглядит вот таким вот образом. Значит, видны мероприятия, видны описания этих мероприятий, видны базы данных школьников по конкретным мероприятиям, да. Можно по каждому мероприятию получить статистическую отчетность, сидеть и с калькулятором считать, сколько учеников из каких муниципалитетов, из каких школ не надо. Отчетность автоматически сама система выводит. Это, на наш взгляд, тоже очень положительный момент. Так, более подробно мы можем интерфейс со стороны организатора обучить вас, именно тех ответственных лиц, которые
могут работать с этой системой. Дальше, значит, ну вот мы видим дальше, как профиль ребенка виден со стороны, значит, организатора. Ну и для муниципалитетов какие наши предложения? В принципе, мы готовы открывать ваши мероприятия на платформе, это первое, да. Вы можете уже видеть свою базу данных учащихся, ну и понятно, что вы можете просматривать и проекты и так далее, при этом эксперты могут дистанционно на этой платформе проводить оценку проектов. Вот такие возможности мы даем. Поэтому мы ждем от вас предложений по тем людям, которые хотят с нами работать на этой платформе. Мы проведем повышение квалификации, значит, научим работать в этой платформе и надеемся, что вы с нами будете в этом отношении тесно сотрудничать. Тем более по положению конференции «Шаг в будущее», как мы видим, да, муниципальный этап конференции будет идти через эту платформу. Загрузка проектов, детей, их презентаций будет идти по платформе, в том числе и эксперты муниципального уровня тоже будут работать с этой платформой. Поэтому ждем от вас предложений по ответственным и предложений по повышению квалификации для обучения на этой платформе. Спасибо. Спасибо большое, Александра Васильевна. Добрый день, дорогие уважаемые коллеги. Позвольте мне рассказать вообще в общем целом про информационное сопровождение наших мероприятий, а также на каких площадках в основном мы работаем и как хотим сотрудничать вместе с вами. Ну, в первую очередь хотелось бы рассказать вам про наш официальный сайт Малой академии наук, где в основном освещается все анонсируемые мероприятия, все, что у нас проходит, какие мероприятия планируются, оно освещается у нас на официальном сайте Малой академии наук http://let's.край. Для удобства вашего использования мы в основном берем маленький интерфейс, там, что мы загружаем все на площадках научно-исследовательские работы школьников, это с левой стороны у вас укрупненно на экране видно, да, и на региональном центре выявления и поддержки одаренных детей. То есть, если есть какая-то ситуация, когда вы, возможно, теряете конкретную новость, она автоматически будет высвечиваться в этих окошках. Поэтому, если в этом плане, в принципе, у нас нет никакой проблемы, можно смело заходить на на сайте в целом можно видеть все мероприятия, планируемые и которые проводятся. Далее основными еще площадками у нас является Facebook и также платформа Instagram. Что мы в основном делаем на Facebook и в Instagram? И в основном там высвечиваются такие мероприятия, как вообще будни Малой академии наук, что у нас происходит на данный момент, и, конечно же, такие мини-проекты, как начать заниматься наукой со школьной скамьи, как вообще работать с одаренными детьми, анонсируемые мероприятия, да, какие мы проводим свои какие-то мероприятия, которые, возможно, тоже будут вам интересны. И хотим, чтобы вы тоже заходили и смотрели наши социальные сети, где высвечивается практически вся информация, где вам будет очень полезно узнать, какие новости у нас есть. Также мы сохраняем все актуальные мероприятия у нас в Инстаграме на иконках «Актуальное». То есть, если вы подумали, что вы пропустили кое-какое мероприятие, вы можете смело заходить на клик «Актуальное» и смотреть, что есть. То есть, допустим, интервью мы туда сохраняем, мы сохраняем какие-то конкурсы туда, мы сохраняем анонсы, мы сохраняем мероприятия образовательного центра «Сириус», мы сохраняем свои мероприятия. Поэтому в этом плане Инстаграм очень помогает, не теряется информация, она автоматически будет сохраняться. Также, далее, пожалуйста. Также
мы активно работаем с региональными центрами, и хотелось бы отметить Центр образования Алекминска. Этот региональный центр очень активно ведет свои социальные сети, очень активно вообще высвечивает свои будни, и даже несмотря на то, что сейчас такая ситуация, коронавирусная ситуация с COVID-19, они активно ведут дистанционные образовательные программы, активно сотрудничают с нами и также не забывают отправлять нам свои новостные данные. В таком формате удобнее то, что мы можем публиковать вашу информацию, ваши мероприятия у себя, вас могут увидеть. То есть на сегодняшний день вообще социальные сети и вообще информационное сопровождение, это, наверное, скорее всего, итог нашей с вами большой и трудной такой работы. Поэтому хотелось бы отметить Алекминск в том плане, что они очень активно ведут вообще социальные сети и свой сайт на finanet.ru. Вот. В дальнейшем, как мы хотим с вами сотрудничать? Мы предлагаем вам вообще схему, которая могла бы облегчить информационную деятельность, информационный обмен между нами и с вами. То есть мы представляем вам такой шаблон, вы можете нам отправлять на электронные адреса то, что вы хотите опубликовать. Допустим, на тему вы можете написать на публикацию от роман, приложить к нему текст, которые вы хотите, чтобы мы опубликовали, и оставить контактные данные и ссылки, на которые вы могли бы зайти и опираться, да, и обязательно же указывать и приложить в прикрепленных файлах изображение, которое, возможно, мы сможем выставить у себя на сайте и на социальных сетях. Ответственные за информационное сопровождение у вас указаны на экране. Это Никаноров Альберт Иванович и Попова Любовь Максимовна. Вы можете смело нам отправлять ваши новости, ваши будни, да, которые у вас происходят, какие мероприятия у вас планируются, делиться своими успехами и вообще какие мероприятия планируются в целом. Так мы сможем с вами быстро сделать такой обмен информацией и могли бы продемонстрировать всю деятельность, которая происходит в региональных отделениях Малой академии наук. Также у нас мы уже можем активно сразу же обмениваться информацией. Также мы активно просим вас отмечать нас на ваших мероприятиях. Вы можете отмечать нас в Инстаграме, в Фейсбуке, на общую группу веб-приложений WhatsApp. Вы можете скидывать ваши анонсы мероприятий, да, и, в принципе, мы можем сразу же оперативно выставить это все у нас на сайте, а также на различных социальных сетях. Вот, ну, такое, скажем, маленькое пожелание от нас, вот, как-то активизировать нашу информационную деятельность и вообще в целом осветить деятельность региональных центров и на всевозможных площадках Малой академии наук. Спасибо большое. Вкратце у меня так. Так, уважаемые коллеги, наш вебинар завершается. Благодарим всех вас за участие. Но у нас было очень много заявок участников в связи с аварийной ситуацией в городе Якутске. Да, у нас вот в чате я не вижу, где у нас. Я просила написать ваши районы. Указали Устьянский район, Алданский район. Кто не указал, пожалуйста, откликнитесь и напишите в чате. Так, теперь у нас есть время. Хангалатский район здесь. У нас было заявлено 11 районов от региональных наших отделений и также специалистов, ответственных за проведение конференции и конкурсов. Так, уважаемые коллеги, у нас сейчас есть время. Да, по регламенту наш вебинар длится до 15 часов 15 минут. Можете сейчас включать свои микрофоны. Если микрофон у вас не работает, можно вопрос написать в чате. Коллеги, добрый день. Меня слышно, да? Да, добрый день. Да, слышно. Уважаемый Василий Климович, уважаемые коллеги, всех поздравляю с началом
учебного года. Меня зовут Иван Юрьевич Федоров, представляю Центр дополнительного образования города Мирный. Коллеги, было очень приятно познакомиться с вами со всеми, кто курирует разные направления деятельности Малой академии наук нашей республики. И есть несколько вопросов и уточнений. Но по поводу переподготовки педагогов, да, скажите, пожалуйста, есть ли от федералов единая квота бесплатных курсов переподготовки и оплачиваются ли проезды для работников нашей республики? Так, ну, хотелось бы ответить следующим образом, да. Квоты как таковые не выделяются, но, однако, мы даем рекомендательные письма, что данные педагоги, которых мы рекомендуем, они будут привлечены в работе регионального центра. Соответственно, с таким рекомендательным письмом ваш педагог, ну, более реально, так скажем, да, может пройти тот отбор, который идет среди педагогов. Это первое. Второе, значит, все курсы регионального центра «Сириус», они бесплатные. Так, что касается проезда, то тут дело, конечно, такое, что обычно проезд финансируется тем учреждением, которое направляет педагога. Но в отдельных случаях, если мы планируем того или иного педагога для реализации его уникальной программы на нашей базе, мы можем рассмотреть возможность финансирования его проезда с нашей стороны. Вот так я могу ответить на ваш вопрос. Спасибо большое. И следующий вопрос по поводу урока настоящего. Ну, следующее выступление было. Да? Скажите, пожалуйста, а программа, там же заявка принимает до 15 сентября было написано, до сих пор, да, идет прием заявок. Мы на данный момент можем отправить? Так, прием заявок был до 15 числа, но вы можете зайти попробовать. Если программа не закрыта, то можно подать заявку. Так, здесь есть нюанс, да, первым должен подать заявку лидер команды. В регламенте он указан как руководитель студии. Если подал педагог заявку, да, то вот лидер команды должен в письме указать. В предыдущем вебинаре мы рассказывали, как пройти регистрацию и как поступать в случае, если прошел руководителем студии педагог, да, потому что по регламенту описано как руководитель студии, да, и возможны такие случаи. А школьник проходит, полностью активизируется аккаунт, и к нему приходит ссылка. По этой ссылке вся команда должна пройти регистрацию, в том числе педагог, организатор, который будет сопровождать учащихся в течение вот этого учебного года по данной программе. Спасибо большое. Коллеги, скажите, пожалуйста, а вот когда организовывается общее мероприятие регионального уровня, да, и какие-то всероссийские мероприятия, сотрудничаете только с Северо-Восточным федеральным университетом и АГАТУ? Прошу прощения, это у нас ЕГСХ, да, так потом переименовался на АГАТУ. Но с ВФУ и АГАТУ только два вот этих университетов есть, новосибирские, томские, не рассматриваете, с ними сотрудничаете, нет? Но мы сейчас в качестве регионального центра налаживаем связи с другими региональными центрами в других регионах, в том числе и, например, новосибирским Альтаиром. Но они-то, в свою очередь, у них ключевыми партнерами, как всегда, являются их, скажем, вузы, да, в том числе Новосибирский государственный университет. Но, кроме того, у нас тесные связи с СУНЦами ключевых этих университетов, это СУНЦы МГУ и НГУ, с ними у нас налаженные связи. И с МФТИ мы с ними уже год провели дистанционную такую вот олимпиадную школу по физике. И этот проект, он в этом году мы договор тоже подписали, так что с МФТИ тоже будем продолжать свое сотрудничество. Кстати, ваши школьники также могут присоединиться к этому проекту. Да, здесь добавлю, что в прошлом году мы как региональное отделение вашей организации вместе с МФТИ организовали олимпиаду для школьников по физике.
для всего района, и для этого были приглашены специалисты с Новосибирского университета, да, доцент кафедры по физике, ну, в частности, сотрудничали с Павлом Семеновичем Татариновым. Вот. Спасибо. И по поводу платформы, да, очень хороший такой инструмент, да, для того, чтобы всю республику объединить в одну сеть, чтобы дети каждого ребенка знать, кто чем занимается, в каких конкурсах принимает участие. Ну, очень хорошая штука, мне кажется, и надеюсь, что общая презентация и обучение именно по работе в этой платформе у вас в дальнейшем планируется. Ну и, конечно же, по МПК «Шаг в будущее», да, уже сказали, в каких условиях в этом году у нас планируется проведение школьных и муниципальных этапов. Мы, в частности, являемся тоже вот региональным центром программы, да, «Шаг в будущее» в нашем Мирнинском районе. И хотел бы отметить, что в прошлом, ну не в прошлом, а в 2020 году, почему-то не отметили ваши специалисты, наш Центр дополнительного образования среди всех учреждений дополнительного образования стал победителем, абсолютным победителем по участию в «Шаг в будущее». И вопрос, скажите, пожалуйста, качество по районам, вот там таблица была, да, качество по всем районам выступления, а по республике у нас есть, чтобы как-то отталкиваться, потому что мы же понимаем, у кого-то 4 участника, да, и 4 диплома и 100% качества участия, а у кого-то больше участников, больше призовых мест, но все равно качество уменьшается. Есть ли золотая середина, ну, есть ли качество по республике Саха-Якутия? Так, но по этим цифрам, да, значит, Анна Николаевна может более детальную раскладку сделать. Кому интересно, мы можем на сайте поставить детально, чтобы было видно по количеству и качеству. Понятно, что тут оно может варьировать, да, в зависимости от количества участников. Так, но здесь, как сказать, да, когда выводили вот этот командный зачет, помните, наверное, да, Михаил Михайлович придумывал там определенную формулу и так далее, да, где количество и, как сказать, да, и качество, они, ну, в прямой зависимости как бы были. То есть вне зависимости от количества участников, как-то у него там хитро-мудро выводилось. Ну и хотя мы командный зачет как таковой официальным для себя не считаем, мы его в положении и так далее не прописываем, но он традиционно как бы стимулирует деятельность муниципалитетов для того, чтобы хорошо выглядеть на глазах, так скажем, республики. Да? Но как бы это добровольно-принудительная такой командный зачет, но я думаю, если есть предложение по тому, как улучшать подсчет баллов и так далее, мы к этому мнению тоже прислушаемся. Ждем ваших предложений. Спасибо, коллеги, у меня все. Уважаемые коллеги, хочу еще раз обратить внимание на муниципальный этап. Да? Муниципальный этап конференции «Шаг будущего». Раньше мы, в общем-то, на откуп муниципалитетам давали, вы, возможно, многие там суматошно искали экспертов и так далее, да? Мы в этом году вашу работу в некой степени облегчили тем, что экспертами будут заниматься, значит, Совет молодых ученых университета, они будут формировать команды экспертов по муниципалитетам по вашим заявкам. То есть по количеству школьников, по количеству там секций, подсекций и так далее, непосредственно они будут с вами отрабатывать и отрабатывать с вами механизм дистанционной защиты проектов. То есть вы уже непосредственно с ними будете работать. Надеюсь, вот эту часть вы внимательно рассмотрели, да, послушали и будете уже непосредственно думать над механизмом, как это сделать лучше на вашем муниципалитете. Так, коллеги, еще вопросы какие? Так, ну тут спрашивают презентации, где можно скачать.
Яна Афанасьевна, скажите, где что будет расположено, да, все материалы? Все материалы будут расположены в анонсе данного вебинара на сайте Малой академии наук по адресу lenskiykrай.ru в анонсе данного вебинара. Так же, как и вот была новостная лента, там можно будет уже скачать презентацию. И также посмотреть наш эфир, прямой эфир, который в записи на нашем канале в YouTube. Так, коллеги, ну, видимо, наша повестка исчерпана, да, вопросов. Прощения, я забыл спросить, есть ли единые методические рекомендации для муниципалитетов, и есть ли единая платформа, где могут загрузить, ну, я так понял, в районах же тоже будет дистанционно все это проходить, да? Есть ли единая платформа? Если в республике это lk14.ru, то для проведения вот районных НПК «Шаг в будущее» есть, тоже можно там же организовать? Да, как раз в положении мы прописали, что будет для муниципалитетов представлена платформа ЛК-14. Поэтому-то и нужны ответственные ваши для того, чтобы уметь работать на этой платформе. И эксперты туда же будут заходить, ваши муниципальные, и смотреть работу детей на этой платформе. Все, спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите предоставить слово нашему ректору Василию Климовичу. Да, дорогие коллеги, вот как вы видели, да, все вот эти очень хорошие платформы у нас, да, так сказать, сделаны, которая на самом-то деле действительно помогает детям, одаренным, очень хорошо и отлично прослеживать и свое развитие, и в дальнейшем участвовать в многих проектах, которые есть, и на муниципальном этапе тоже, да. То есть фактически инструмент, который создает сообщество юных исследователей, и очень приятно, Иван Юрьевич, да, так сказать, что вы на это обратили внимание. Я надеюсь, что все остальные, так сказать, да, руководители региональных отделений Малой академии наук и, значит, руководители образовательных учреждений и прочее будут часто пользоваться этим, просить наших детей, чтобы они зарегистрировались на платформе, что очень важно, потому что мы хотим побольше ребят видеть там. Как раз это будет очень таким действенным и хорошим инструментом для того, чтобы для их развития и для развития наших мероприятий, как раз в рамках регионального центра, который мы будем очень активно сейчас развивать. И надеюсь, что вот это все коллаборативное действие, которое мы ожидаем от детей, да, кстати, ожидаем от наших экспертов и учителей всего этого сообщества, будет таким активным и приведет действительно к результатам хорошим, да, кстати. Поэтому еще раз благодарю вас всех за участие в нашем, значит, мероприятии, да, кстати, которое сейчас прошло очень эффективно, замечательно, мы уложились вовремя, да, кстати, и желаю всем, как говорится, больших успехов в деле продвижения научного образования среди молодежи, детей, и побольше, чтобы у нас было успеха, особенно пользуясь тем моментом, что у нас, как говорится, сейчас идут прорывы в области дистанционных технологий, как говорится, всякая любая проблема имеет очень, как говорится, хорошие и перспективные моменты, да, так сказать, то есть это очень даже для нас полезным оказалось, да, так сказать, все наши вот эти, значит, ситуации, которые возникли, да, так сказать, поэтому прошу всех активно, значит, пропагандировать, рекламировать и продвигать, значит, всевозможным образом все эти дистанционные, значит, механизмы, инструменты, которые у нас существуют, да, в виде платформ, в виде разных видеоконферентных, значит, тоже платформ и прочее. Спасибо большое и благодарю всех за внимание, да, так сказать, которое вы здесь проявили и приняли участие в нашем мероприятии сегодня. Да. Спасибо, коллеги. Так, наш вебинар завершаем, комнату закрываем. До новых встреч, уважаемые коллеги.